мы хотим качественно выполнять свою работу, чтобы в результате от этого положительный имидж Гагаузии сохранять и положительный результат исполнительной власти и народной, и законодательной власти говорил сам за себя. Поэтому коллеги, которые проходили экспертную оценку, мы должны говорить о своих ошибках, говорить должны о своих проблемах, должны с вами обмениваться, должна быть дискуссионная площадка, не просто декларативная. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, давайте все это будем обсуждать. Лично для меня, я уверена, что для Дмитрия Георгиевича очень важно то, чтобы мы сделали несколько шагов вперед. Потому что, когда мы говорим о государственном аппарате, бюрократическая машина – это как раз та система, которая либо тормозит все процессы, либо, наоборот, делает серьезный толчок вперед. Мне хочется, чтобы мы пошли по второму пути и, на самом деле, делали конкретные шаги. Закон об автономии, который был принят в 1994 году, был действительно примером для всех, как решать проблемы, как решать конфликты, как строить суверенность, как строить государственность Республики Молдова. И, к сожалению, 21 лет спустя мы видим, что эта работа не совершена. Мы видим, что закон существует, но этот закон не полностью внедрен в молдавском законодательстве. Я очень часто вижу, что в наших отношениях между Европейским Союзом и Республикой Молдова, мы очень часто слышим хорошие слова. Я думаю, что эта декларация, которая была вчера опубликована или позавчера опубликована, тоже говорит именно из этого, что я думаю, что мы достаточно уже слышали слова, пора работать, пора достичь результаты, потому что, можно сказать, что терпение, я думаю, что везде чуть-чуть заканчивается. И если терпение международных партнеров начинает быть чуть-чуть слабоватым, но это не самое драматическое. Но если терпение среди населения исчезает, тогда я думаю, что есть проблема уже. Because you cannot amend all the legislation of the Republic of Moldova to fit in, as Ambassador Tapila was saying, the specificities of the autonomous governance for Gagauz. Поскольку невозможно изменить все законодательство Республики Молдова с тем, чтобы оно соответствовало положениям закона об автономии. You will have to choose what specific pieces of legislation are to be touched. Необходимо выбрать те конкретные законодательные акты, над которыми следует поработать или которые нужно затронуть. And it will be technically very complex. И с технической точки зрения эта работа будет очень комплексной и сложной. So with that in view, I think also that the preparation of the staff of the Gagauzes institutions for that purpose is very, very important. И исходя из сказанного, я думаю, что подготовка персонала именно для этих целей имеет очень-очень большое значение. As usual, the Council of Europe will remain available for providing expertise also to that broader exercise of that broader process if it is finally undertaken. Также Совет Европы рядом с вами будет готов предоставлять техническую помощь и экспертные знания в том случае, если это широкая работа и это широкое действие, и будет принято решение по запуску этой работы, этого широкого процесса. Я уверен, что благодаря наших коллег именно Европейского Союза, так как они имеют большой опыт, большие знания именно в деле гармонизации автономии с государствами Европы, я уверен, что это все даст пользу и в решении наших вопросов. Я еще раз хочу поблагодарить. Мы очень надеемся на наших друзей от Европейского Союза, потому что мы не хотим говорить, что они могут помочь, мы это понимаем. Мы хотим правду добиться, именно той правды, потому что правды много бывает, именно середину. Поэтому я думаю, что совместно с ними мы этот вопрос решим, и в ближайшем будущем Гагаузия все же займет достойное место в Гагаузии, и прекратятся все эти склоки
все эти споры, которые на сегодняшний день мы не можем никак разобраться. Очень важно, что сегодня есть понимание руководства республики относительно того, что в Гагаузии и в отношениях с центральными властями должна быть совсем другая ситуация, совершенно другой подход. Непроверенные, непродуманные решения, не сбалансированные, не согласованные с властями Гагаузии – это не наша дорога, это не наша стезя. И я уверяю вас в том, что этот принцип будет лежать в основу и дальнейших действий руководства Республики Молдова. Есть очень много проблем по различным направлениям. Первым делом экономическим, социальным, юридическим и так далее, и так далее. Но важно здесь, и господин Константинов говорил, и все выступающие, что была найдена та золотая середина, которая будет способствовать тому, чтобы мы друг друга услышали. Истина где-то, как всегда известно, она где-то посередине. Очень важно, чтобы те законы, которые принимаются на уровне правительства, они не ущемляли бы те действия, которые должны быть предприняты и реализованы на уровне автономии. И наоборот, те решения, которые принимаются на уровне автономии, они ни в коей мере не должны идти вразрез с теми законодательными нормативными актами, которые принимаются на уровне центральных властей.